Хлопзеку хатырску ателехопшца. Уахай наркным апсу телехопшра каналачы и хацыркхойт апсныжла рейзараха депутатразы иккыло а кандидатша злаху ателедебатку. Алхрат комиссия хадачы имя прыгаз от тапсара и накуршаны уахам ишьяшу ицо а эфир ялахуп а жейзапи бзыптапи яраубас вивипшпи творчалпи алхрат тыпхадакурчы иккыло а кандидатша. Рабха студиячы яхтоп, а жейзапи а округа гынпи а кандидатша. Уака иккылоп хвик. Артур Анкуаби Евгений Канджаре Темир Бея. Хвик аргынпи уахай со сцены яхтоп уйча. Артур Анкуаби Евгений Канджаре. Хулбзеку хошасвайт хатырску а кандидатша. Рабхи зиргылын ишсырдырует хайфир шейчка уяра хохтак нейшоп. Рабхи ахтачы ателехопшцвей рзейта хють нысымя. А нейсан ажешему пшара үй минут кирылагзына телехопшцва ирзейташха ши программаты наски а депутатах шизцо. Айбаби ахтачы редакция изнархия застара куртаква кашцароп. Дара абра икукылоп, абри аколап итоп. Азара куртака кацаразы үй минут кшимоп. Я изакны кандидат кизапчоп в минут амта, а таймер а экраначы ичыркахуй. Хайфир ахпарехтачы язгуату по кандидатша дара-дара азара ква рытара. Уя така кацаразы язапчоп в минут. Уя изагуахара аныгамла амепкай лазара ква атак кашцару. Язгуастует артателедебатку алхуйчвик алахарт шахта хазубрекын хуккыла яхартит электрон адрес. Уйвим штует аусауэште уахазара арыштыр уйхымпада ишахтует. Ацухтаны алшара шутахует алхуйчварах хынарханы аапхара агазара. Уй минутка запчу. Уже урасшалакисхует. Наши теледебаты составлены таким образом. Вначале мы зачитываем биографию кандидата. Затем предоставляется приветственное слово каждому, в котором кандидат может рассказать о своей программе, о себе, о партии, почему решил выставить свою кандидатуру, ну и так далее. На это отведено 2 минуты. В основной части один из кандидатов достает из ящика актуальные вопросы для обсуждения. Вон он, этот ящичек. На ответ отведено 2 минуты. Общее время на обсуждение вопросов 6 минут на каждого человека. Таймер будет установлен на экране. В третьей части предусмотрены вопросы кандидатов друг к другу. Каждому из кандидатов предоставляется возможность задавать вопрос любому из своих оппонентов. На ответ отведено время в 4 минуты на человека. Хочу отметить, что специально к теледебатам редакция АГТРК создала email-адрес. Он уже работает 2 дня, и если поступят вопросы от избирателей, мы обязательно вам зададим. Если же нет вопросов, ведущий задает общий для всех. На ответ 2 минуты на каждого кандидата. Абас еще кылупиш яшо эфир азара квашимамзар халака. Уже нас худик хаусура маншалан имя посердца зуху нас алфавита хасаба лахалагит Артур Миродипаш решил лахалагот апхе хазыдзюрып шнасымюя. Миродович родился 19 сентября 1969 году в городе Гагра. В 1986 году закончил Лидзакскую среднюю школу. В 1989 году зачислен на 1-й курс историко-юридического факультета АГУ по специальности «История». В годы Отечественной войны народа Абхазии воевал в составе Бзыбского, Гудаутского 4-го, Пицунского батальонов. С 1994 года инвалид 2-й группы Отечественной войны, награжден медалью за отвагу. В 1996 году получил диплом АГУ. С декабря 1996 года преподаватель историко-юридического факультета АГУ. С 1997 по 2003 годы заместитель декана историко-юридического факультета АГУ. С 1997 по 2000 годы начальник кафедры общественных дисциплин Сухумской средней специальной школы милиции МВД. 2000-2003 годы следователь СУ МВД РА.
2006-2007 годы аспирант-соискатель Карачаево-Черкесского педагогического института. 2011-2015 годы начальник Сухумской средней специальной школы милиции МВД. Звание подполковник милиции. На сегодняшний день старший преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран исторического факультета АГУ. Женат, отец 3 детей. Артур Миродепау жишара алшара шумоп ханархана адил хопшарах жопак шарц. Табу. Хлопзе абсожлар, хлопзе абсножлар. Добрый вечер, уважаемые телезрители, наши избиратели, которые сегодня отдали предпочтение нам, чтобы выслушать нашу программу, наши взгляды, позиции, всех тех проблем, которые будут озвучены нами в наших программах, наше видение причин, породивших эти проблемы, формы, методы борьбы с этими проблемами и наши пожелания всем вам. Я благодарен вам за то, что вы нас смотрите, слушаете. Огромное вам спасибо. Касаемо парламентских выборов, о которых говорила сейчас Эсма, мы с Евгением Антиповичем открываем сегодня дебаты кандидатов в депутаты парламента Республики Абхазия. Я считаю, мы с вами, Евгений Антипович, открываем новую страницу в истории абхазского парламентаризма, и нам по жребию выпала прекрасная возможность первыми высказать свое мнение, свою точку зрения касаемо всех жизненно важных вопросов нашего народа, народа Абхазии. Я хочу в короткой форме ознакомить вас, уважаемые избиратели, с программой, которая готовилась мною в течение большого количества времени. И я хочу сразу же вам сказать, что движет мною, что меня привело к тому, что... минутки запчазамта. Атамыз. Уже хазыцырып Евгений Антипов инысымы. Канджари Евгений Антипович родился 25 декабря в 1955 году в городе Гагре. В 1973 году окончил Гагарскую среднюю абхазскую школу номер 5 и в этом же году поступил в Харьковский сельскохозяйственный институт по специальности инженера-землеустроителя, который окончил в 1978 году. С июля по октябрь 1978 года работал инженером-землеустроителем в колхозе имени Ленина в городе Гагре. С 1978 по 1979 годы избран вторым секретарем Гагарского горкома комсомола. С 1979 по 80-е годы проходил действительную срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР. С февраля по октябрь 1981 года работал инструктором организационного отдела Гагарского горкома партии. С 1981 по октябрь 1993 года оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник Пицунского отделения, исполняющий обязанности зампредседателя начальника Гагарского городского КГБ Абхазии. С июля 1995 года по январь 2001 года старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления ФСО России. В 2001 году уволен с воинской службы по достижению предельного возраста пребывания на воинской службе. С 2007 по 2012 годы администрация Краснодарского края, представительство губернатора Краснодарского края в городе Сочи. В 2012 году уволен в связи с ликвидацией представительства. С 2017 по 2018 годы ООО «Сочи Турист», коммерческий директор. В настоящее время не работает. Женат, имеет 2 детей, сына и дочь. Ажишимоп, минутка амтышимоп. Табуб зараза. Хлавзеква, Хатерску. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я очень рад, что сегодня мы встретились
здесь и первые открываем теледебаты, которые будут проходить всю эту выборную кампанию. Почему я пошел на выборы? Участвуя в выборах, я думаю, что весь тот мой жизненный опыт, который у меня есть, можно применить для того, чтобы люди нашей страны жили лучше. Я понимаю всю ответственность, которая у меня есть, для того, чтобы претворить в жизнь все те мысли, которые у меня присутствуют. Я считаю, что молодежи надо давать дорогу, но учитывая тот факт, что некоторые депутаты у нас в парламенте есть первой записью, у которых с трудовой книжки написано «депутат парламента», я считаю, это неверно. Я считаю, что надо менять статус ценз возрастной для того, чтобы люди, которые шли в парламент, имели бы хотя бы какой-то опыт работы с людьми и трудовую деятельность какую-то. Ну, это такое мое мнение. Я думаю, что если меня изберут депутаты, то я эту линию буду проводить. Очень много задач стоит перед депутатским корпусом, и мне очень хочется, чтобы мы подходили к депутатской работе, это законотворческой работе, со всей ответственностью. Я думаю, что я смогу это сделать. Это все, что я хотел сказать. Табу пидуцаным, хатырско кандидатша абриала и шешует свой эфир акпи ахта харкушует. Хайсует хдыра тарайбетби ахтахе, уже аззараква ирамтоп, аудиофиаласует аха, абра аззараква хастыш карстахын, бага насыр так пагашцон. Шай. Шапш бектышки. Азохуцуп, аззараква. Так. Шарам ёквасивбо яха иго энергетика ятхолако. Аудеюраква раззаразым. Каким вы видите выход из энергетического кризиса? Резара дарадзе хицаруб. Это что за какие школы существуют? Атака кацаразухен минутку шуму. Шалака. Имкау табу. Абслойжлар там зарыштасцот харт абсудили хопшичу яха ажухаму паха лымкала харт Евгений Антипий Сарей бзипта округ аганд хахец кварбоб аха бзип ва абслойжлар рымцар рагузи минхо агиртамилат паге пачикагоб убриахнант أحور قصود حتى شمتان يغلوزر عزين حشتوزر ورس شو أتاكو أحصلو табу. Проблема энергетики, значит, которая озвучена в данном вопросе, является на сегодняшний день очень глобальной, масштабной проблемой для всего нашего государства. Проблема эта возникла не спонтанно, не сегодня, не вчера. Корнями она уходит в порождение этой проблемы. Я считаю, в первую очередь, ответственность несут те люди, которые принимали решения, не задумываясь о его последствиях. В первую очередь я говорю о проводимой политике денационализации, национализации, которая имела место в послевоенный период и продолжается по сей день. Мы прекрасно знаем, что все богатство нашей республики в советский период времени принадлежало народу Абхазии. Почему же мы отошли от этих принципов и на сегодняшний день стратегические направления, которые имеют государственный характер, которые будут иметь за собой
исторические последствия для развития нашего государства, нашего народа, нашей молодежи отдано на откуп отдельным лицам. Почему была проведена денационализация наших ГЭСов, которых мы знаем на территории Абхазии десяток, и на сегодняшний день мы до сих пор еще не знаем, какие личности национализировали или денационализировали. А скорее всего речь идет о денационализации, потому что выкупая гособъекты, касающиеся абхазской энергетики, не был задан вопрос народу Абхазии, можно ли это проводить, возможно ли это, согласен ли абхазский народ с этим. Я лично считаю, что должен быть проведен референдум государственного масштаба, где вопрос энергетики будет одним из ключевых. Я лично считаю, что на сегодняшний день нужно пересмотреть проводимую политику. И опять же повторюсь, энергетика, земля, природные богатства – все это является достоянием народа Абхазии и должно ему принадлежать. Да, я понимаю прекрасно, отдаю о себе отчет, что нынешний государственный строй, общественно-экономическая формация, которую мы выбрали для своего развития, позволяет проводить политику денационализации государственной собственности. Но хочу отметить, я как историк могу привести ряд примеров, когда многие западные государства... Я не хочу вам ни в коем случае мешать, но я хотела бы услышать, что было, то было. Как выйти из этого кризиса? Как дать людям свет? А кто будет создавать этот свет? Государство, правительство или сам народ? Если это дать в руки, решение этого вопроса в руки народа, я считаю, вот тогда будет положительный эффект, и мы сможем выйти из того энергетического кризиса, в котором находится сегодня наша республика. То есть, опять же повторюсь, необходим референдум по стратегически важным направлениям, касающихся интересов нашей национальной безопасности. И народ должен принимать решения. Народ должен принимать, а не отдельная кучка людей, я извиняюсь, что я так выражаюсь, пускай это будет политическая элита нашей страны, но так или иначе, даже наши политические лидеры, в том числе и глава государства, я не имею в виду только сегодняшнего Аслана Георгиевича, любой глава государства является слугой народа, и они не должны об этом забывать. И даже та часть депутатского корпуса, которая способствовала продаже госимущества в руки отдельным личностям, я считаю, заслуживает большой критики. Вот мой ответ на ваш поставленный вопрос, вернее, на вопрос, который был задан избирателям. Спасибо большое. Я хотела бы уточнить, у студии у нас время отведено 2 минуты или 6 минут? 4. Да. 6 минут у нас, я извиняюсь, я вам предоставила в 2 минуты, в начале. И ответите на этот вопрос. Да. Какие вы видите пути выхода из этой ситуации? Ситуация очень сложная сегодня с энергетикой в нашей стране. Что я хочу по этому поводу сказать? Я лично против того, чтобы энергетику отдавать в частные руки. То есть, да, нужны инвестиции. Наша сегодня энергетическая система в плачевном состоянии. Специалисты Черноморэнерго это лучше знают, чем знаю я об этом. Но, тем не менее, отдавать в частные руки всю энергетику страны, это стратегически неверно и неправильно. Вот. Это такое мое однозначное мнение. Для того, чтобы улучшить положение сегодня в стране по электричеству, я считаю, что методами такими, как получать энергию из России, это не совсем правильно. Потому что
все равно мы должны платить деньги туда. Значит, надо исходить из наших ресурсов. Знаем очень много, что, к сожалению, наше население не все платят за электроэнергию деньги. Ведь эти деньги все идут на развитие электросети. Наши электролинии в плачевном состоянии находятся. Как только ветер, как только снег, вы сами все знаете, что тут же начинаются аварии. Значит, немаловажный фактор имеет вопрос майнингов. Я хочу заострить на этом внимание, потому что ведь мы все знаем, и по Алахадзе, в том числе и по Бзибе, что были установлены эти аппараты, и напряжение сажалось до такой степени, что лампочки просто еле-еле освещали дома. Значит, не только в Абхазии, но и в России сегодня, насколько мне известно, закона о майнингах нет пока, и в России не принят, и у нас его нету. У нас какое-то разрешение было якобы для того, чтобы можно было устанавливать эти майнинги. Я согласен, их надо контролировать. Многие чиновники с трибун говорят, да, надо убирать для того, чтобы наладить электроэнергию в стране. Но самое удивительное, говорить можно, а сами эти чиновники, как имеют ли они эти аппараты сами? То есть я считаю, что очень строго надо к этому вопросу подходить и установить именно закон о майнингах. Если заключение дает, допустим, Черноморэнерго, что это можно поставить в каких-то, например, местностях, где позволяет электролинии там, и так далее, специалисты это лучше знают, я считаю, что надо принимать закон и получать за это деньги в бюджет. Это тоже большое подспорье будет для страны. Кризис электросистемы – это не сегодняшний день. Дело в том, что что было сделано за все эти годы послевоенные? Делается очень много, но опять-таки не хватает средств для того, чтобы наладить вот эти электролинии, подстанции. Вот сегодня делается Бзыбская подстанция. Это большое подспорье. Но тем не менее инвестиции должны быть, и их надо искать. Но отдавать энергосистему в частные руки, я считаю, что такой необходимости нет. То есть вы считаете, что инвестиции нужно привлекать для восстановления энергетики? Надо. Это будет выход? Это один из выходов. Уплата за электроэнергию населением обязательно, инвестиции и восстановление, я считаю, вот то, что говорил Артур Миродович, электростанций, которые у нас работали. А это большое подспорье для районов. Вот в Гагарском районе, например, насколько я знаю, там в Бзыбе и в Гаграх есть, в Цандрипше есть эти подстанции, которые можно восстановить, и электроэнергию будут народ получать. Спасибо большое. У нас следующий вопрос. Апсны каяуа турист сархабхадзара ишпейзер хатунаски уяхацаразы апара абанбиагу. Как сделать Абхазию более привлекательной, еще более привлекательной для туристов, и откуда изыскать для этого финансы? Фиалага. Спасибо за вопрос. Это один из вопросов, который волнует большую часть населения Абхазии. Мое мнение, как представителя силовой структуры, которая отвечает за безопасность общества, я лично считаю, что в первую очередь наши правоохранительные органы должны провести необходимую работу и поставить на должный уровень свою работу по охране общественного порядка, по охране защиты туристов, которые заезжают и заедут с большим удовольствием в Абхазию. В первую очередь общественный порядок. Безопасность туристов, да? Безопасность туристов в первую очередь. Безусловно, речь идет о безопасности туристов. Ну,
Мы прекрасно понимаем, каждый из нас, ни один из нас, наверное, не поедет в страну, где государство не гарантирует ему защиту. Значит, и поэтому я считаю, работу структуры МВД нужно ставить во главу угла. В данном случае, значит, это не решение всей проблемы, безусловно. Нам нужно привести в порядок многие объекты, которые были разрушены, частично разрушены во время Отечественной войны. Естественно, на это нужны средства. Но опять же, я согласен абсолютно с мнением моего оппонента по выборам, Евгения Антиповича, с большим уважением. Значит, нужны инвестиции. Безусловно, нужны инвестиции, но, опять же, рассчитывать только на одни инвестиции, я считаю, это позиция ошибочна. Мы должны приложить максимум сил для того, чтобы привлечь граждан России в первую очередь, значит, для посещения Абхазии. Ну, давайте вспомним советские времена, когда миллионы советских граждан приезжали в Абхазию, наслаждались отдыхом, наслаждались красотой природы Абхазии и, безусловно, нашим абхазским гостеприимством. Отношение к гостям всегда было, значит, у абхазов особо заострено. Мы, как одна из самых гостеприимных наций, народов во всем мире, всегда уделяли особое внимание этому. На сегодняшний день, к сожалению, почему я затрагиваю этот вопрос, отдельные элементы нашего общества, не задумываясь над последствиями, могут обидеть, оскорбить туристов, могут их обокрасть. Да, это вопросы безопасности. А как вот деньги откуда взять, чтобы восстановить инфраструктуру туристическую? Вы понимаете, я считаю, что должна быть разработана государственная программа, где это будет отражено. Мы говорим об инвестициях, но мы должны говорить и о вкладе непосредственно самой нашей республики в развитие туризма в Абхазии. Это очень важно. Надеяться только на одни инвестиции. Да, безусловно, можно привлечь инвесторов, но если в Абхазию проникнет крупный капитал, и наше абхазское общество, молодые бизнесмены, средний, малый бизнес не будут защищены, то большой капитал просто нас раздавит. Это нужно понимать, и поэтому я считаю, что государство должно изыскать средства для развития туризма в Абхазии. Спасибо большое. Ответьте, вот ваше мнение. Мое мнение такое, значит, Абхазия всегда развивалась как туристическая страна. И в советские времена основное направление был у нас курорт. То есть пансионаты, санатории и так далее, турбазы, гостиницы. На сегодняшний день основная задача – привлечь туристов. Мы не должны забывать, что наши соседи с той стороны и с этой стороны развивают туристическую сферу. Мы знаем отлично, что Батумская часть Грузии очень развивается в этом плане. Это конкурентные наши. Также Сочи – это всемирный курорт стал Сочи. Привлекать в нашу страну туриста каким образом можно и нужно. Потому что наша страна природой подарена нам такая природа, что мы можем на этом только сыграть. Да, но одной природы мало уже в современном мире. В том-то и дело мало. Но развивать инвестиции везде и во всем нужны. Это безусловно. Но я считаю, что есть такое выражение мультипликативный эффект. Что это значит? Ведь туризм у нас, который развивается, он тянет к себе отрасли сельского хозяйства, например. То есть развивать овощеводство надо. И это же будет подспорье государству. То есть мы, выращивая те же овощи и отдавая их в санатории, дом отдыха, пансионаты,
этим самым будем развивать сельское хозяйство. То есть много сфер, которые необходимо задействовать. Правильно здесь говорил Артур Миродович, основная безопасность. Мы в интернете видим, сколько грязи выливается иногда на нашу страну в этом плане. Там украли, там своровали и так далее и тому подобное. Немаловажный фактор – безопасность туриста в нашей стране. Ну, простые примеры могу привести. Деньги. Почему? Деньги мы зарабатываем. Не только инвестиции нужны. Если взять даже БЗИП, которого я представляю сегодня здесь, самое известное место посещения туризма – это озеро Рица. Там существует пост, который собирает деньги для развития там, дороги и так далее, и так далее. Почему-то ни одной копейки на БЗИП не выделяется. А туристы проезжают через БЗИП. Алахадзы взять. Перспектива Алахадзы очень большая для развития. Там можно развивать это село в плане туризма очень сильно. Эти вопросы надо решать. Потому что я понимаю, что бюджет государства, я понимаю, что Гудаута получает какие-то деньги с посещения заповедника, а бзипсы ничего не получает. Каким образом? Почему так? А через Бзип все проходит, весь туризм проходит, все проезжают через Бзипскую речку. Я считаю, что эти вопросы надо поднимать. Ну, а инвестиции, они были, есть и везде, во все отрасли нужны. Вот такое мое мнение. Табуб хашасхует зарку игъш затакурзухан уже хайсует хадратара ахпапехтахи. Я цахцует ишяшует свой эфир уже хайсует ахпапехтахи. Алшара шумоп, сараус агуахерасумоп, шара азараква и бишхерц. Азара шумазар шибхамшан, хучик фич шажерки стахан, уезухан, а так акацаразухан 2 минутки шумоп. Евгений Антипович, учитывая ваш возраст, ну, я попросил бы первым. Хорошо. Евгений Антипович, вопрос. В принципе, да, как вы сказали, оппонент мой, да. Я считаю, что выборы должны быть чистыми, а не грязными. И то, что мы сегодня с вами говорим, слышит наш народ, наши выборщики, наши избиратели. И мне очень хочется, чтобы они сделали правильный выбор сами, а не потому, что там какие-то грязные технологии существуют. Я открытый, честный человек, поэтому открыто, то есть вопрос честно разговариваю. А вопрос такой у меня, учитывая вашу деятельность педагогическую, да, ну, я не уверен, что в нашей сфере образования все красиво и хорошо. Вот ваше видение в этом плане, мне бы хотелось знать, вы как представляете себе и высшую школу, и среднюю? Развитие ее. Артур Миродович, 2 минуты. Я услышал вас вопрос. Извиняюсь, что долго его задавал. Да. Я вас благодарю за то, что вы задали вопрос касаемо именно сферы образования. Я, в первую очередь, педагог по образованию. И для меня эта тема, эта проблема является очень близкой. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем говорить о высоком уровне образования в нашей республике, хотя на территории нашей республики работает очень много школ, которые выпускают достойных, с высоким уровнем образования детей. То же самое я могу сказать и о наших среднетехнических, значит, учреждениях, и в особенности, конечно же, Абхазский государственный университет. Но, опять же, мы должны понимать, что это звенья одной цепи. И первое звено – это дошкольное образование, которое на сегодняшний день у нас в Абхазии
очень слабо развита. Да, в свое время экс-президент нашей республики Александр Анкваб сделал немало для развития системы образования. В первую очередь были отремонтированы многие детсады, школы. Было вложено немало средств в Абхазский госуниверситет. Но прошло 29 лет с момента окончания Отечественной войны, и до сих пор ни один из созывов парламента Республики Абхазия не принял закон об образовании. Вот передо мной лежит, я хочу вам показать, это значит, проект закона об образовании, который, кстати, рассматривался ныне действующим составом парламента, но так и не был Артур принят. Миротович, я вас благодарю. Ваше время истекло. Сейчас у вас есть возможность задать вопрос. Опять же, я буду исходить из своей специальности, своих, как говорится, профессиональных взглядов. У меня, Евгений Антипович, к вам такой вопрос. Мы еще не затронули эту тему, эту проблему. Значит, вопрос, связанный с молодежной политикой, которая проводилась и проводится в нашей стране. Как вы оцениваете уровень проводимой вообще политики, программы, если она как таковая существует, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, и какие пути выхода из этого? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я постараюсь ответить. У вас 2 минуты, не забывайте. Да, я понимаю, что 2 минуты. Я готов как бы ответить на вопрос, в каком плане. Очень мало делается для молодежи. Молодежь наша уезжает, получает образование, приезжая сюда, не имеет работы. Я считаю, что необходимо просто, вот те старые времена, коммунистические или советские, как говорят сегодня, значит, существовало, что имеет человек, поступает в какой-то вуз, получает специальность, он уже имеет работу. Наши дети этого не имеют. Поэтому этот вопрос необходимо обязательно урегулировать. Что касается занятости молодежи, ее тоже нету. И я считаю, что как таковой политики молодежной нету у нас сегодня в стране. И мне очень хочется этот вопрос поднять. Я понимаю свой возраст, я понимаю, что молодежи надо уступать. Здесь однозначно вопросов нету. Но не в парламент, который ни одного дня не работал ни с людьми, ни в организации никакой, ни в какой-либо структуре. Принимать законы. Сегодня парламент государства – это законотворческая работа. А дороги строить и лампочки вешать, я извиняюсь, это есть для этого городское собрание. Мое мнение такое, что политику молодежную мы должны поправлять. И я думаю, что мы будем решать эту проблему в случае нашего избрания. И вы, и я. Спасибо. Табубидудзена, уажы Артур Миродепа, Алшарашимоп, Алхычарашхын Нархана, минутки Алагзена, Абхерагашцарц. Уважаемые избиратели, к сожалению, эфирное время ограничено. Время предоставлено нам, я понимаю, в силу отдельных обстоятельств, безусловно. Но хотел бы озвучить те основные вопросы, которые отражены в моей, значит, программе. Это социальная программа, касаемая всех граждан нашей республики. Это молодежная политика, непосредственно, значит, проблем, касающихся системы образования. Опять же, затрону такой вопрос, как банковская система, которая практически на сегодняшний день развалена в нашей стране. И я опять же обращаюсь к вам. Не надо падать духом. Не надо говорить о том, что все, мы уже ничего не сможем сделать, и надо сидеть дома и не являться на выборы. Да, ваше время вышло, но докончите. Я вас прошу, идите на выборы, голосуйте. Мы имеем полное право отстаивать свою точку зрения, каждый из нас, и бороться за право нашего народа, за интересы
значит, молодежи, и никто не сможет нас заставить остановиться и не говорить об этих проблемах. Я вас призываю еще раз, уважаемые избиратели, придите на выборы и отдайте голос за достойного кандидата. Все, Спасибо. я вас благодарю. Ваше время. Спасибо. Я понял вас. Дорогие избиратели, жители нашей страны, вам предстоит определить судьбу нашего народа на ближайшие 5 лет. И поэтому прийти на выборы, как только что говорил Артур Миронович, необходимо и обязательно. Рассказывать сейчас о своей всей программе, которая у меня есть в голове, у меня не хватит на это времени. Поэтому мне очень хочется, чтобы все избиратели пришли на выборы и отдали свои голоса за кандидатов, которые они хотят. А мы будем выполнять, дорогие выборщики, ваши наказы. Итабу пидудзена абриала хайфир езаптваз амта анжамта хинет табу пхашасхит хайфир хшахаз аманшалара пошзихисшит хатырску атилхубшчам джерги иешимган минутку акрешта хабра астудиях ханхуэт абрах харзапшуп творчалпе вижи випшпе алхртып хададжа юкуло а кандидатша.